Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто влюбится в вас как безумный, кто будет бегать за вами по пятам. Давайте посмотрим, ждет ли вас такой аттракцион в жизни. Просто загадайте на себя. Ваше дело принимать, не принимать, верить, не верить. Вот пришла такая тема, надо сделать отсыпку. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Сразу прям двое. Один по правую руку стоит высокий, а второй помельче, какой-то мелкий, круглый, по левую руку стоит. У кого-то это как связь будущее и прошлое. А вы в центре, на вас тиара надета. И еще я вижу, что вы как будто бы в каком-то вот наряде таком необычном. Какая-то необычная на вас одежда. Тиара на голове. Два мужчины. Два. Ага. И еще... Ага, все понятно. Тот, который справа, видите, кольцо. Тот, который слева, летучая мышь. Видите? Видите, что происходит? Два мужчины. Но у одного намерение невероятно честное и чистое, желание создать союз, семью. А у второго страх, что вот я один останусь, кому я нужен такой сраный, драный. Да? Вы женщина хорошая, добрая, красавица, умница, деньги зарабатывают, все проблемы решает. Да? Вот надо к ней бежать, голову клонить. С ней я точно не пропаду. Видите, какие разные мужики, просто разные. Один замечательный, а другой так себе. Как заноза в сердце. Давайте, наверное, с него таки начнем. Потому что он прям такой, знаете, мелкий, какой-то мелкий, да? Вот понятно, почему он мелкий. Потому что сердечко мелкое, сам по себе вот мелочный человек, скорее всего. Очень заносчивый, занудный. И постоянно пытается свои недостатки компенсировать тем, что он самоутверждается за счет других людей. По его мнению, более слабых. Да? К сильному точно не полезет, а вот со слабыми он прям герой. Да? Герой еще тот. Я вижу, что этому мужчине где-то очень крепко досталось, буквально вот недавно, да, на днях, что-то очень плохое в его жизни случилось. Вот знаете, как будто бы его там за причинное место схватили и прям опрокинули, мне идет. Возможно, кстати, у него проблемы с деньгами, с долгами, куда-то вляпался, одним словом. Вот, за душой ничего, и вот решил он во что бы то ни стало бежать к вам. Потому что помнит, знает, что вы женщина добрая, милосердная, что вы много работаете, что вы, возможно, на что-то копите, либо у вас есть какие-то ресурсы. И вот он решил, значит, упасть к вам в ноги, покаяться за все прошлое и любой ценой вернуть вас в свою жизнь для того, чтобы вы порешали его проблемы. Да? Иначе, говорит, я сгину, я пропаду. А такой вариант событий ему прям совсем не нравится. Возможно, это не первая ситуация, когда он решает свои проблемы за ваш счет, да, обещая вам там любовь, счастье, либо падая там на колени, плача, вызывая жалость, да, и так может быть. Как говорится, ждите, ваше дело его не пускать, да, вот если вы его не пустите, походит и уйдет, развернется, пойдет кого-то другого искать. Вот. А если впустите, девочки, придется потом с боем прорываться, да, отбиваться придется. Вообще какая-то мерзкая личность. Мне совершенно не нравится этот мужчина. И то, что происходит в его жизни, это как заслуженный итог. Да. Он сам себе ищет эти проблемы, строит из себя птицу великого полета, высокого полета, а на самом деле какой-то, знаете, даже не знаю, кем его назвать. Так, чтобы YouTube не заблокировал. Что-то мелкое, бесхребетное такое, знаете, вот
ползать, и то с трудом у него получается. Давайте еще на картах посмотрим. У него, знаете, у этого мужчины есть что-то такое дьявольское и в крови, и в глазах. Ну, может, потому что в крови есть, и вот в глаза блеск идет, что он умеет женщин заговаривать. Вот как ни крути, он умеет. То, что он так общается с вами, и вы потом себя чувствуете как наваждение какое-то, это да, это его этот дьявольский талант. Скорее всего, по роду передался, да, возможно, в его роду мужчины другие тоже женщинами помыкали и могли пользоваться. Вот. Ну, это когда родовой талант, кровный талант, который передается. Вы сильная личность, вы можете выдерживать. Ну, правда, не всегда, но можете. О, тучи, сразу тучи. Нет, у него нет другого пути. Он сейчас так засыпался в своих проблемах. Он понимает, что только вы можете помочь. Но вы единственная женщина, которая вот и сильная, и смелая, которая может себя не пожалеть, но за этого мужчину вступиться. Будет туман наводить, будет прикидываться, как вот я маленький ребенок, я жертва обстоятельств, мир такой злой, все такие злые, а я такой несчастный, вот спаси меня, помоги мне. Ну, понятно, будет разыгрывать свою эту козырную карту. Как только вы решите его проблемы, от мужчины и духа не останется. Сразу куда-то отправиться. У него такой план, да, за ваш счет решить свои проблемы и потом во все тяжкие пуститься. Он уже придумал даже, куда ему идти. Ничего не боится, ни Бога, ни черта, боится своих там кредиторов, либо тех, кто ему грозит. Вот их он боится, потому что они сильные. А все остальное он не боится. Плохо мужик закончит, плохо. Вам вообще счастливой быть, в семье счастливой быть. И мужчина у вас должен быть вот таким, как медведь. Защитник, сильный, мощный. Тот, который и беречь будет, и пылинки с вас сдувать. Вот такой мужчина по судьбе вам идет. А этот, как он, никчемный ребенок, да, как какой-то, не то чтобы никчемный ребенок, никчемный и как ребенок, да, инфантильный. Не хотела никого обидеть, просто так случилось. Вот, такой вам точно не по судьбе. В общем, девочки, конечно, решайте свои вопросы сами, но я вас предупредила. У вас сейчас как будто бы от судьбы карт-бланш, да, потому что у вас тиара на голове. Вы уже хозяйка своей жизни, и вот как вы решите, так дальше и будет. Поэтому ошибиться вам ни в коем случае нельзя. Жалеть, уважать, оберегать, спасать – это, конечно, здорово, но это никак не должно относиться к мужчинам. Помните, что мужчины считаются сильным полом, да? Это они должны женщин оберегать, защищать, спасать, решать их проблемы, но никак не наоборот. Если вдруг такой дисбаланс происходит, то все, считайте, что это уже брак. Не в том смысле, а именно в прямом смысле. Да. Пристанет, как банный лист, видите, пристанет к вам. Теперь давайте разберем второго мужчину. Второй мужчина у нас какой-то прям земной человек. Может быть, он по знаку зодиака земной, а может быть, потому что он крепко стоит на ногах, заземлился. У него в жизни все гладко да четко, в порядке. Штиль такой, знаете, у него в жизни. Нет никаких переживаний, волнений, потому что у него все продумано, схвачено, просчитано, рассчитано. Мужчина зажиточный, мужчина спокойный, характер у него такой миролюбивый. Человек немножко скучноватый, ну, в плане, там, знаете, экспрессии, ну, от него такого не дождешься, да, он не будет там какие-то чудеса вытворять. Но в плане вот гарантии, спокойствия, защиты, это прям оно. Это прям оно, это вот тот самый медведь. И мужчина кольцо вам сразу будет предлагать, либо прям нацелен на то, чтобы взять вас замуж, да, позвать вас замуж. Если бы он не был таким скучным, вообще можно было бы сказать, что он идеальный. Но в чем скучность? Еще раз повторю, для кого-то это может быть и не скучно, для кого-то это вообще нормально, да, когда мужчина не создает проблем, не спорит, не указывает. Мужчина, который любит дома время проводить, а не с друзьями тусоваться. Да? Ну, для кого-то это скучно.
Для кого-то нужен драйв, да, чтобы там бегать его, спасать, искать, да, там от женщин отбивать, там, контролировать, что он там с друзьями делает, либо там отчитываться перед ним. Ну, кому-то так нравится, кому-то вот так нравится. С ним, как знаете, какие-то тепличные условия вас ждут. Вот тепличные условия. То есть вас там кормят, одевают, поливают, ухаживают за вами. То есть, в принципе, и делать-то особо ничего не надо. Вот живи и наслаждайся своей жизнью. Кому-то из девочек это прям очень зайдет, а кому-то, как я уже сказала, прям совсем не понравится. Будет ли он вас ограничивать? Да никогда в жизни не будет. Он будет просто делать так, что вам не нужно будет. Да? Вам не нужно работать, потому что он достаточно дает вам денег. Вам не нужно там переживать за какие-то проблемы, потому что он уже пошел и все порешал. Да? Он везде уже договорился. Вам ничего делать не надо. Кому-то понравится, кому-то не понравится, потому что точно вижу, что кому-то не понравится. Может быть, не понравится что-то еще другое в нем. Да? Внешность у него обычная. Я не могу сказать заурядная, но обычная. Да? Вот нельзя сказать, что он какой-то писанный красавец, либо как актер выглядит. Нет, обычный мужчина. Глаза, нос, рот, щеки, да, лоб. Ну, обычный. Кстати, почему-то мне еще идет белая мазь, светлая мазь. Да? Возможно, он блондин, русый, либо даже седовласый мужчина. Речь у него такая неспешная, взвешенная, выверенная. Вот кажется, что он не говорит, а как будто бы читает. Да? Но это его настоящая речь. Человек, который очень много в свое время учился, развивался, буквально, вот как говорят, из грязи в князи, да, ну в хорошем смысле слова, да, возможно, он там из бедной семьи, неполной семьи, возможно, из какой-то там далекой деревни, либо села. Он сам в жизни пробивался, сам на ноги вставал, то есть никто ему особо там и не помогал. И еще по поводу этого мужчины могу сказать так, что у него огромный круг знакомых. Не могу сказать, что это друзья, я могу сказать, что это знакомые. То есть там буквально там любую тему начни с ним, и он такой: а у меня вот такой-то приятель, такой-то приятель. Вам будет казаться, что он врет, да, что не может человек обладать таким кругом знакомых, но это просто нереально. В его случае реально. Он действительно очень многих людей знает, и люди вот эти, да, которых он знает, очень хорошего мнения о нем, очень хорошего, да, то есть они его уважают и ценят. Мужчина, который в свое время жестко как-то пострадал от женщин, возможно, там женщина изменяла, либо развелась с ним, а может быть, еще что-то произошло, не знаю, отказала, да, он там за нее ухаживал, она такая: все, типа, не хочу тебя, хочу кого-то другого. И он как будто бы очень долго был один, вот прям один. И, возможно, он в какой-то момент так и решил, что, ну, так и буду один, да, зачем мне вот эти все страдания, буду там заниматься своими делами, работать, жить потихонечку. Он очень многое умеет, то есть там готовить, стирать, убирать, может даже консервацию умеет делать, шить умеет, там, не знаю, чинить, ремонтировать, там, многое умеет, потому что долго был один и долго сам справлялся, всему научился, причем не тяп-ляп, а нормально. У кого-то вот прям, возможно, будет ситуация, что он вам будет подсказывать, как что-то делать, да. Ну, подскажет, молодец. Лишние знания, как за плечами не носить, да, пригодится. Если вы с этим мужчиной сойдетесь, как я уже сказала, да, жизнь будет однотипной, немножко скучноватой, но вполне себе тихой, спокойной и уравновешенной, да. Никаких перекосов, никакой паники, никакой истерики. Вот распланирована жизнь на год, да. Вот едем туда-то в отпуск, потом туда-то в гости, сюда там день рождения, тут юбилей, у него день рождения, у вас день рождения, да, вот как-то у вас все как-то распланировано. И забот у вас не будет, я вижу, просто не будет. Вот не будет, потому что он все потихонечку перетянет на себя. Перетянет и скажет: ну, типа, моя любимая родная, там, отдыхай, наслаждайся жизнью, а я как бы сам порешаю. Смотрите, какие две крайности, да, абсолютные две крайности. Один мужчина хочет вас использовать, а другой мужчина хочет, чтобы вы его использовали, да, все для вас отдать. Вот два таких вот странных человечка. Давайте еще на картах посмотрим на этого другого.
Вы еще с ним, ну вот смотрите, сразу кольцо вышло. Вот кольцо, да. Вы еще с ним не знакомы. Знакомство у вас впереди, потому что он у вас в зоне будущего стоит. И я не могу сказать, как вы познакомитесь, я этого не вижу. Но судьба знает, как вас познакомить, либо пути Господни, они неисповедимы. Можно познакомиться в супермаркете, в поликлинике, не знаю, просто на улице. В парке можно познакомиться, кто-то познакомит. То есть, в принципе, может быть как угодно. Что меня смущает лично, да, с вашей стороны, то, что вы можете посчитать его очень скучным человеком. Ну, прям скучный, да. Скучный в плане там жизни, повадок, манеры, общения. Но, как по мне, так это не изъян. Это, наоборот, даже в какой-то степени привилегия. Зачем вам аттракционы, да, с непонятным исходом? Лучше так, чем никак. Да, это мужчина из будущего. Я же говорила, медведь. Тут и собака, и медведь. Ну, все, понятно. Мужчина из вашего будущего, мужчина, который идет для того, чтобы стать вам и верным другом, и защитником, и добытчиком, и покровителем. Ну, как бы вы для него звезда. Он будет мечтать о вас, он будет к вам тянуться, относиться будет как к звезде, бережно, трепетно, аккуратно, с большой любовью. Возможен такой момент, что он будет немножко как-то вам поклоняться. Я не знаю, девочки, как вы против этого, за это. Но вот в паре вашей, ну вот если вы сойдетесь в пару, этот мужчина, он будет намного больше любить, намного больше отдавать, например, чем вы, либо чем он будет просить от вас. Мне кажется, что он вообще ничего не будет просить от вас, кроме одного, это вот вступить с ним в официальный брак. Да? Вот для него это будет важно, потому что он очень семейный, он семейно ориентированный. Для него вот самым важным в этом периоде жизни это создание вот семьи, настоящих любовных отношений. Какие-то адюльтеры, погулял, там, поматросил, бросил. Нет, это вообще не про него. Он человек, который любит сердцем и душой в первую очередь, потом уже все остальное. В плане интимной жизни, ну там бантик показали. Бантик — это радость, будет вас радовать, да, возможно, он очень изобретательный, знает разные подходы, умеет женщине сделать приятно. Ну, грамотный мужчина, конечно, он если разбирается в одном, то и в другом будет разбираться. Вот, так что таких два человека. И один будет за вами бегать, и другой будет бегать. Только один будет очень так буйно бегать, да, преследуя свои цели, вами пользоваться. А второй, наоборот, будет очень спокойно за вами бегать, желая, чтобы вы стали его официальной женой. Так что, мои хорошие, вот такая вот информация. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока-пока.